Мингли Гираю, по моему мнению, самое важное и интересное событие, которое было в это время, 1500 год, это основание Занджирлы медресе. Многим нашим ханам можно поставить памятник, но я бы лично поставил бы последнему хану Шагин-Гирею. Ни один правитель не бывает хорошим или плохим. Они всегда балансируют что-то. И Шагин-Гирей тоже не исключение из этого. Его 4 года держали в плену, чтобы он подписал капитуляцию. Он этого не сделал. Benim saygımın mesela depaydım Mengli Giray celbedi. Çünkü onun vaxtında pek çok şey peyda oldu bizim Kırım Hanlığında ve birinciden Zincirli medrese de onun vaxtında oldu. Ve biliyoruz ki bu Zincirli medrese bütün Şarkı Avrupa'da biliydi. Bütün onun mezunları çok yerlerde son çalıştı. Yani Mengli Giray benim için böyle büyük bir handır. Mengli Гираю. Почему, если спросите? Основание Занджирлы медресе. Бурагаз Гирай, я считаю, что это уникальный человек, который был не только талантливым правителем, но он еще был и поэтом. Он еще был замечательным музыкантом. Кроме того, говорят, что это был и внешне привлекательный человек. То есть масса достоинств собралось вот в одном хане. Мне было бы интересно увидеть памятник ему, не только как крымскому хану, как правителю, как воину, но и как творческой, тонкой натуре. На самом деле поставить-то можно многим, но мне кажется, вот, например, Симферополь вполне заслужил памятника Менгли первому Гираю, потому что основание этого города, во-первых, связано с ним. Мечеть Кибир-Джами, в честь которой город получил свое имя, Акмеджид, в его правлении была построена. Да, Менгли Гираю, потому что он построил Занджирлы медресе. Ну, у меня два любимчика, если так можно сказать. Это Мели Гирай хан I. Это человек, который заявил о том, что Крымское ханство есть, и показал свое могущество всему миру. Основы государственности были заложены. И мой любимчик еще Крым Гирай хан. На могиле ему написаны такие слова. «Война была ремеслом знаменитого хана, глаза голубого неба не видели равного ему». Но помимо этого он великолепно знал французский язык, в оригинале читал Монтескью. При нем ставится первый спектакль во дворце. Именно по его приказу был построен фонтан слез знаменитый. Его любовь, она стала жить в веках в виде легенд.